Че празднойзенер без узрачабас хакасским уроктором. Мы продолжаем занятия по хакасскому языку. И сегодня у нас новая тема категории притяжательности. Давайте я сейчас включу экран. Так, Кюренчебе. Вот, давайте так, вот смотрите. Так, вы сейчас видите так, предложение, да, вот. Я сейчас переключаюсь на другую страницу, видно, нет? Таблицу. Кюренчебе. Так, вот смотрите, давайте так. В хакасском языке правило притяжательности, оно работает во многих случаях, и вы, может быть, это сами замечали. Ну, например, давайте мы сейчас начнем с местоимений. Если что-то кому-то принадлежит, да, обычно вот употребляют вот эти местоимения. Миның – мой, синің – твой, аның – его, ее. Пістің – наш, сірернің – ваш, олырның – их. Вот эти местоимения надо будет заучить. И вот смотрите, допустим, в русском языке, если вы скажете «моя книга», допустим, да, книга, там нет никаких окончаний, то есть книга не спрягается. А в хакасском языке книгу обязательно надо поставить к книге, обязательно надо присоединить аффикс принадлежности. Вот, допустим, миның книга. Вот обычно те, которые с русского языка приходят на хакасский, они всегда обычно калькируют русский язык и говорят «миның книга», «миның кино». Уже некорректно, поэтому надо всегда книга, кино, любой объект надо поставить вот в притяжательном, то есть притяжательным аффиксом, надо их употреблять. Как это происходит? Миның, вот видите, да, тут основа на гласные, основа на согласные. Их два варианта. Вот, допустим, если слово заканчивается на гласное, пале, ребенок, будет миның палам. Видите, да, пример справа, миның палам. А если заканчивается на согласное, вот, из этих двух выбираем по твердости и мягкости. Хс, допустим, да. Как сказать, моя дочь? Миның хзм. А если по мягкости, сила. Миның күзім, моя сила. Вот базовая идея. Ну и теперь мы рассмотрим дальше по лицам. Да. Второе лицо. Синің, тут уже другой аффикс. Синің палың. Да, если нагласно. Синің палың. Дальше синің хызың. Тут выбираем. Да. Хызың или күзің по мягкости. По твердости по мягкости Это если на гласных хыз, күш, допустим, да, и так далее. И дальше. Аның палы з. Вот видите, аның палы з. Если заканчивается на гласные. Вот. А если на согласные, хыз, хызы, аның хызы, аның күзі. Пістің. Пістің палы біз, наш ребенок. Хызы біз, наша дочь. Күзібіс, наша сила. Да. Біз, вот, біз это на гласные, ыбыс, ибис на согласные. И дальше нарнер. Сірернің, ваш, сірернің палыңар, хызыңар, күзіңер. Ну и улырның палы зы. Вот этот пример, да. Палы зы. И дальше на согласные. Прошу прощения. Хызы, күзі. Вот эту вот таблицу я вам сброшу. И это очень часто сочетание слов, когда вот в категории притяжательности очень часто употребляется в речи. И всегда, вот, допустим, где-то оно применяется. Теперь давайте на практике покажу примеры, как в предложениях это применяется. Вот, допустим, первое лицо, да, миның палым, допустим. Миның палым школада жақсы угренче. Ну, думаю, вам уже не составляет труда. Палым школада, в школе хорошо учится. То есть, я думаю, вы все понимаете текст. Синің сағызың, сағыз, да, синің сағызың орта полтыр. Твоя идея, твоя мысль буквально была, оказывается, верной. Ну, полтыр потом мы будем разбирать,
Это глагол, да. Аның тоғызы, третье лицо. Аның тоғызы прайзынан артық. Его работа самая лучшая. Біздің уроктарыбыз, наши уроки, күннің сай ирді ирче. Наши уроки проходят каждый день вечером. Сірернің хылығыңар, хылық – это характер. Хылығыңар пик полтер. Ваш характер оказывается сильный. Олырның их сарыннары, вот обратите внимание, сарыннар. Сарыннары, их песни, угасили, очень красивые. И вот давайте так, сейчас я вернусь опять к таблице. Вот. Давайте так, Наталья, наверное, с вас начнем. По аналогии, допустим, да, любой предмет и склоняйте мина и вот, присоединяем что-то из этих двух. Давайте вот любой предмет мина, там русские слова можно употреблять пока. Минен кинде. Минен кинде. Киндем будет, да? Минен киндем. Угу, yeah. Еще какое-нибудь слово. Ручка. Мох. Ручка, допустим. Давайте возьмем ручка. Пока на русских словах. Например, это минен муксум. Муксум. Или уксум. Ну, лук. Вспомнила про лук. Да. Уксум или муксум. Как будет? Муксум. Ну, вот у нас здесь муксун говорят. Да, муксум. Муксуным. Ным, да, муксун, муксуным, да. Как скажете, давайте пока потренируемся на русских словах. Диван, как вы скажете? Минын диваным. Диваным, минын диваном. Телевизор. Yeah. Минын телевизором. Угу. Вы сейчас включили видео, вы видите, да? Заметили? Так, телевизором. Так, давайте, Евгений. Синын, давай телевизор. Как прославляешь? Синын телевизорын. Вот, синын телевизорын. Компьютер. Синын компьютерын. Так, па-б. Отец. Синын па-бын. Па-б. Па-бын. Па-бын урта. Иже, мать. Синын ежен. Во. Брат харындыс. Синын харын дазын. Во. С озвучается. Синын харындызын. Так, сейчас тура, дом. Син туран. Синын туран урта. Ну, допустим, книга еще раз давай возьмем для повтора. Синын книга. Книган. Вот, синын книган. Сейчас. Так, дальше, Оксана, давайте вот. Аның. Давайте же эти возьмем, к примеру, туре, дом. Аның туре. Как прославляете? Аның турезы. Турезы, пале. Аның палезы. Диван. Аның диваны. Телевизор. Аның телевизоры. Вот, телевизоры. Ор, потому что твердо. Последний слог смотрим, да? Телевизор. Ир. Аның иры. Иры. Орта. Шахсы. Так. Юля, пистың. Ручка. Ручка без. Вот, пистың ручка, без диван. Пистың диван не без. Стол. Столы без. Вот, пистың, столы без. Вместе пока произноси. Столы без. Жа. Пистың. Вместе. Пистың говоришь и... Пистың. Же без. Вот, же без пабе. Пабе без. Без. Я. Ужа. Ужа бабушка. Уже без. Ужа без. Пистың ужа без. Да, давайте еще раз, Наталья. Сирерным концерт. Как просклоняете? Концерт. Сирерным концертнер. Во, концерт и нер прибавляйте, потому что на
согласно концерттер, серернен концерттер. А теперь тельбек, танец. Сер. Тельбекнар. Тельбекнер. Во, тельбекнер правильно, но к озвончается, потому что между двумя глаз тельбек и нер, да? Тельбекнер. Тельбегнер получится. Поняли, да? Еще раз, Тельбег- давайте. Серернен Сер- тельбегнер. Серернен тельбегнер. Вот, тельбегнер получится. Ваш танец. Так, еще раз. Серернен тельбегнер. Во, серернен тельбегнер шахсы полган. Допустим, можно употребить, да? Так, диван. Серернен диван. Так. Диваненар. Диванынар. Про урта. Телевизор. Телевизорыңар. Телевизорыңар. Серернен телевизорыңар. Ручка. Серернен ручка. Ручкаңар. Во. Сарын. Сарын песня. Серернен сарыңар. Сарын. Сарыңар. Сарын заканчивается на гласное. Сары. Нынгар. Сарыңар. Вот смотрите, нгарнер прибавляется только на гласное, а сарын это согласное. Значит, прибавляем ынгар. Сарын, Ынгар. да, сарын ынгар, да, но сарынынгар произносится будет. Сарыңар. Во, А, сарынынгар будет, понятно, да? Серернің сарынынгар, ваша песня. Так, ну давайте еще как кёг, мелодия. Серернің Серер. Кёгнер. Серернің көгіңер. Так, ну давайте, Евгений, оларның кёг мелодия, давайте. Оларның көгзі. Кёг на согласное. Кёг. Кёге. Ага, вот смотрите, теперь тут давайте так уточним. Кёг. В хакасском языке есть правило, иногда вот некоторые гласные, они съедаются. Кёг должно быть, да? Но г выпадает и получается кё. И превращается в и поэтому два пишется. Серерным кё. Ну там вот... серерным говорю. Оларның кё. Прошу прощения. Оларның кё. Их песня. Ну, потом мы... Это как исключение, запомните. Это не исключение, это есть некоторые слова, которые вот, то есть большой класс слов, которые теперь таким образом сокращаются. Кюг, допустим, ну, они будут встречаться, такие примеры. Давай диван, ларнан. Оларның диваны. Стол. Оларның столы. Компьютер. Оларның компьютеры. Планшет. Оларның планшеты. Вот, планшеты или планшет. Почему Д? Потому что Т оказывается вместо, то есть планшет Е и И, да, планшеты. Но Т, когда между двумя гласами, оно звончается планшет Д. Уларный планшет Д, там Д будет. Оларның планшеты. Ага, понятно, да? Но идею поняли? Основную идею. Вот. Теперь задача какая будет вот, дома? Дома надо будет составить примеры вот по этим лицам на каждое местоимение. Ну, желательно там несколько примеров. По 3 примера, может быть, да. Лучше будет по 3 мины там. И любые примеры, в общем, их вы соединяете. Можно, то есть пока развернутые предложения писать не надо, просто мином, сином, аном. И любые примеры, кроме тех, которые мы тут называли. Так, Сургулар Парба, вопрос есть по данным аффиксам? Так, таблицу я вам вот эту вышлю. У вас она будет. Да. Так, так, теперь следующее у нас следующее продолжение.
В общем, я хочу вам предложить теперь чтение текстов, небольших текстов, но эти тексты, они не просто чтение текстов, допустим. Я хочу вам предложить текст песни. Давайте вот, Наталья, прочитайте, пожалуйста, вот эти вот первые две строки, которые черным написаны. Улу хазанга мин хой иден хайнадып. Мгм. Сахта полбин турбин. Арлых алжиларым. Мгм. Ну, давайте прочитаем. Припев еще тогда прочитайте. Иртенгер, улух стол кистине. Кистине. Арлых Ага. алжиларым. Иртенгер, алтын стол кистине. Арлых алжиларым. Сейчас, Сэм. Так, Евгений, дальше. Ну, то, что синим написано. Улух хазынға мин пытхыны хайнадып. Сақта полбин турбын арлых алжиларым. Мгм. И дальше. Иртіңер улух стол кистіне. Арлых алжиларым. Иртіңер алтын стол кистіне. Арлых алжиларым. Сейчас так, Оксана, дальше. Улук. Улуг қазанға айран асты турғызып, сақтан полбин турбин арлых алжиларым. Вот сейчас. Айран асты тургызып, сақтап полбин турбын. Еще можно еще раз повторить. Айран асты турғызып, сақтап полбин турбин Мгм. арлых алжиларым. Сейчас, дальше. Иртеңер, улуг стол кестене, арлых алжиларым. Иртеңер, алтын стол кестене, арлых алжиларым. Мгм. Так, и Юля, первый 14 стих. Ну, первый 6 строк. Улух хазанға мен хой иден хайнадып. Сақты полбин турбин арлых алжиларым. Иртенер, улух стол кистене. Кистине. Во. Кистене арлых алжиларым. Иртенер, алтын стол кистене арлых алжиларым. Мгм. Ну, примерно, надеюсь, вам текст понятен. Думаю, что давайте я переведу вот точно. Улуг хазын, большой казан. Улуг хазынға мин хой иден хайныдып. Хой иды – это баранина. Хайныд – варить, да, кипятить. Улуг хазынға мин хой иден хайныдып. В большом казане баранину, в общем, кипятя, да, готовя баранину, сахта полбин турбын. Турбын буквально стою, сахта полбин. Жду и не могу дождаться. Сахта полбин, в ожидании стою. Арлых алжиларым, дорогие гости. Алжи, гость. Арлых, дорогой. Дорогие гости мои. Вот. Дальше. Иртынер, проходите. Улух, стол кистыне, за большой стол. Кисты – это за. Стол кистыне, за стол. Арлых алжиларым, дорогие мои гости. Иртынер, алтын стол кисте, проходите за золотой стол. Дорогие гости мои. Так, дальше, Наталья, давайте, сможете перевести? Улуг хазын гамин путхын хайнадып. В большом казане я моем, видимо. Да. Да? Путхын. Это каша такая Да, со сметаной. Да. Путхы. Айнадып кипит, готовится. Да, ага. Сахта полбин турбин. Стою в ожидании. Да, стою в ожидании, жду. Дорогие гости мои. Сейчас, Иртенер, улуг стол кистыне. Проходите. Большой стол, за большой стол. Да, Дорогие гости мои. Мгм. Иртенер, проходите за золотой стол, дорогие гости Да. мои. Дорогие. Мгм. Так, Евгений, дальше. Улуг хазанга. Вот это вот.
Как переведите? Сначала по-хакасски, потом по-русски или сразу переводить? Все можно. По-русски сразу. В большом казане айран остыт, поставив асты, вот не понял. Ас – это продукт, вот, да. Айрон, асте, айрон. Ас – это как бы общее название продукта, да. А айрон – конкретный продукт. Вот в большом казане продукт айран поставив. Поставив, Ага. не дожидая, ну, не ждаюсь, не дождусь дорогих гостей. Дорогие мои Проходите, гости. Это дорогие обращение. мои гости. Мгм. Проходите за большой стол, Мгм. дорогие гости. Дорогие мои, Проходите. вот посмотрите, вот алжиларым, видите, да, тут аффикс притяжения, вот обратите внимание, алжи – это просто гость, алжилар – гости, алжиларым – мои гости. Это вот то, что мы сейчас проходили по сегодняшней теме. Вот вообще, когда мы аффикс притяжательно используем, там meaning можно не использовать, да? Совершенно верно, вы теперь правильно поняли. То есть алжиларым, вы теперь поняли, что это миным – мои гости. Но тут во множественном числе, да, а это аффикс первого лица. А если использовал meaning, то как бы ошибка не будет тавтологии? Нет, тут минным алжиларом, допустим, да, ошибки не будет, но в речи, допустим, если скажу алжиларым тильды, это понятно, что пришли мои гости. А если алжиларым тильды, твои гости. То есть, иначе говоря, вот эти вот существительные, да, либо аффикс притяжения, они работают для объекта, ну, скажем, для существительного, допустим, да, но и не только. И, просто мне кажется, что это масло масляное получается, если meaning алжиларым, ну, то есть два раза. Да, но хотя в хакасском языке как бы это не противоречит самому языку. Такой язык. Но То есть поэтому, и так можно. Да, ну, тут такая зависимость. Допустим, арлар минан, алжилар минан, допустим, тут опущено. Почему? Потому что в контексте, ну, для ритма это не надо. Да. И минан не обязательно употреблять, потому что вы как бы тоже правы, что зачем лишний раз употреблять, когда идея так ясна. Да? Так, дальше. Проходите за золотой стол, дорогие мои гости. Угу. Ну, в общем, смотрите, идея какая вот этого текста. Вы эту песню наверняка слышали. Это песня Александра Саможикова, «Арлых алжиларым» так и называется. В интернете, я думаю, найдете, в Ютубе там забейте, так и называется «Арлых алжиларым». Вот. Если забейте, там найдете. Так, разные исполнения. И, в принципе, эта песня, она как бы такая простая для заучивания. Вы заметили, да, улух хазын гамин хой иден хайнедаб, да, меняется вот сначала баранина идет, а потом то же самое повторяется и меняется только на путхы. Путхы на хайнедаб. Это вот во втором четверости, ну, вторая строфа, да. А потом айрон астыт. Тут добавляется айрон астыт тургызыт, да, один глагол. И все. А дальше все то же самое повторяется. Если, конечно, вы для себя в жизни эту песню заучите, допустим, да, то как бы можете где-то спеть, и даже, я думаю, будет не лишним. Вопросы по тексту есть? Где-то что-то непонятно может быть. Грамматические структуры мы потом подробно будем разбирать. Я просто сейчас для быстроты понимания текста сделал такие переводы. Сложности есть в понимании смысла? Понятно. Так. Ну, в общем, Папа. так, на сегодня вот это я хотел вам показать. Домашнее задание. Домашнее задание будет такое. В общем, смотрите, вот по вот этой таблице я вам вышлю. По этой таблице на каждое местоимение мейнен, синен, анен, пистын, серерн, оларным, допустим, да, надо будет придумать, ну, давайте по 3 какие-нибудь объекты. Мейнен, алым, диваном, хзым, компьютером, там что-нибудь такое, школам, еще что-то, в общем, любые слова надо будет их придумать. Без предложений, без развернутых предложений пока. Словосочетание там из двух слов. Просто словосочетание и все. Почему пока без предложений? Чтобы не отвлекать ваше внимание и свое собственное внимание. Задача научиться употреблять вот эти вот аффиксы. Минен,
палым, синің палың, да, аның палы з. Вот. Все равно же надо будет запоминать, и каждое местоимение он требует своего вот аффикса. Вот такая вот задача. Вот у меня сегодня была такая задача показать и продемонстрировать вот эти вот примеры. Че, е, снып, сынып. Если вопросов нет, сурулар шух ползы, тогда, так, давайте, там, в принципе, 5 минут есть. Если есть желание, давайте я вам видео прокручу, песню. Хотите послушать? Карла Васильевна, слышали нет эту песню? Да. Давайте. Наталья, наверное, слышала. Юля тоже слышала. Я просто сам эту песню пою, поэтому предложил. Так, сейчас подождите. Я сейчас демонстрацию экрана переключу на песню, потому что я не знаю, сейчас он звук услышится, не услышится. Но YouTube. Так, сейчас давайте посмотрим. Ну, в YouTube видите, да? Найдете, знаете, как так и называется арлы алжыларым или дорогие гости в данном случае. Так, я не знаю, у вас там, наверное, не прослушается. Ну, посмотрим, я ссылки, если что, ссылку дам. Звук, по-моему, плохо идет, да? Если че, да? Ну да, не лучшего качества звука. Да, давайте я просто ссылку дам, вы посмотрите ссылку в чате. И вы там посмотрите, сейчас ссылку в чате дал. Ну, если что, скопируйте себе или можете включить и послушать. Ну, на сегодня, я думаю, пока, наверное, хватит материала. Встречаемся завтра. Завтра у нас четверг, также в 8 часов. Ну и с домашними заданиями уже. Сурулар шоқ болзы, түйін біз занятияны, урокты тосшабыз. Сегодня мы наше занятие тогда заканчиваем, если нет вопросов. Шарирба? Алхыз. Таңда тәшекірі. По ссылке прямо сейчас пройдите, потому что я сейчас закрою, ссылка закроется. И там, если интересно, будет потом слушайте песню. И как раз вот так. А текст там, по-моему, под видео есть. Я сейчас, ну, в общем, я сейчас отправлю вам. В личке отправлю тексты и ссылки. И таблицу тоже отправлю. Че, анам жоқтар, таңдағы шекірі, Анам жоқтар. Анам жоқтар. Жоқтар. Че, анам жоқтар. Біз